Я выскакивал на улицу, во двор. У меня вот в одном кармане был кусок хлеба, в другом редиска. Я вот бегал и по ходу игры кушал. И играл день и ночь. Моя мать, когда меня начинала кричать: Игорь, зайди. Я говорю: хорошо, я в подъезд заходил, она обратно заходила в квартиру, я выходил, опять начинал играть. Меня бы со двора нельзя было выгнать. Я целый день во дворе играл в футбол, потому что я любил его. А без любви к футболу потом это же тяжелый труд. Кому-то кажется, вот мяч взял и бегает. Нет, это очень тяжелый труд. И потом там же нужно все иметь. И физику, и технику, и ум, и хитрость. Все вместе, в совокупности. Тогда ты будешь хорошим футболистом. Футбол вызывает ошеломляющую палитру эмоций. Такого количества зрителей и ярых фанатов нет, наверное, нигде. Говорят, когда появился этот вид спорта, то люди разделились на две категории – на игроков и болельщиков. К числу первых относится президент Федерации футбола Северной Осетии Игорь Андреевич Зазроев. Человек, чья жизнь и есть футбол. Следует ответное выступление московских динамовцев. Темп игры высокий. Острые положения возникают то у одних, то у других ворот. Атакуют киевляне. Кяшин падает. Гол! Отец Игоря Зазроева, Андрей Иванович, был в числе лучших игроков и тренеров страны. Техничного, ловкого и выносливого нападающего знал весь Советский Союз. Сын рос в атмосфере футбола. Наверное, поэтому эта игра захватила его разум и сердце. Захватила так, что вряд ли когда-нибудь отпустит. Отец мой играл, я постоянно на «Динамо» Тбилиси игры смотрел. В Киеве, когда он играл, я в Киев на каникулы приезжал и тоже смотрел его игры все. И оттуда все, я это впитывал в себя. Я знал, что кроме футбола мне ничего не надо. Профессионально я начал заниматься, я в 1957 году мой отец меня отправил на плавание. На стадионе «Динамо», там большой «Динамо» бассейн был. И я 3 года ходил на плавание. Он говорит: плавание тебе поможет для легких, чтобы разработать все такое. И вот я в 60-м году уже поступил, была такая знаменитая 35-я футбольная школа в Тбилиси, где выросли такие футболисты, как Миша Месский, Эльня Метревели, Аркай, там плеяда целая тбилисского «Динамо». Я вот в эту школу поступил. И оттуда я начал играть. Там у меня тренер был Борис Челидзе. Со мной вместе играли Манучар и Гоча Мачаидзе, это «Динамо» Тбилиси. Давид Кипьяни с нашим тренером тренировался у меня. То есть плеяда такая вот, которая знаменитая была в тбилисском «Динамо». На протяжении длительного времени футболисты «Спартака» прочно удерживают территориальное преимущество. В 1967 году Зазроеву-старшему предложили возглавить «Спартак» Орджоникидзе. Тогда Игорю было 19 лет. Недолго думая, Андрей Иванович согласился и переехал в Северную Осетию с сыном. Так началась карьера Игоря и новая глава в истории осетинского футбола. Мы взяли интервью у старшего тренера спартаковца Зазроева. К тому времени отец уже был широко известен, особенно среди болельщиков киевского «Динамо», где он долгие годы играл нападающим и даже был капитаном команды. Фанаты отмечали его выдающиеся физические и лидерские качества, поэтому, когда он стал тренером, то многие пристально наблюдали за его работой. Отец был очень такой начитанный. Он футбол знал от и до. Вы можете представить, что осетин в Киеве был капитаном команды? Когда он приехал в Киев, его сразу капитаном команды избрали, депутатом Горсовета Украины сделали. Да. И он такой очень был такой, в футболе разбирался очень сильно. И он у нас, конечно, у нас установки были очень такие интересные, всегда он так нас настраивал только на победу, только на атакующий футбол. Он не любил там, потому что сам был нападающим, да, забивал, и он говорит: я не знаю, что такое оборона. Я знаю, что надо атаковать. Если будем атаковать, будем забивать. А если забиваешь, значит, ты выигрываешь.
Помощником Андрея Зазроева стал заслуженный тренер РСФСР Муса Цаликов, которому на тот момент едва исполнилось 30 лет. Игроки вспоминают, это два абсолютно разных по характеру тренера. Если Муса Данилович на тренировках держал всех в ежовых рукавицах, то Андрей Иванович был отдушиной. Он задавал настрой и всячески морально поддерживал ребят. Штормит на душе у начальника команды Андрея Зазроева. В основном он присутствовал, но, знаете, не на футбольном поле, как многие делают, а где-то со стороны он смотрел. В основном руководством на поле был Муса Цаликов. Но он наблюдал как раз со стороны, ему много было лучше видно. Весь процесс. Естественно, что планировал он все тренировки, это он сам. Вне поля отец и сын, а на поле старший тренер и футболист. Андрей Иванович предупредил, по блату играть не получится. И не соврал. Первый сезон в «Спартаке» Игорь провел на скамейке запасных. Его даже хотели отправить в моздокский «Иристон», который выступал в классе «Б», но не успели. В матче с челябинским «Локомотивом» Зазроев вышел на замену и забил свой первый гол. После этого он начал выступать в основном составе. Спартаковцам удается сломить сопротивление противника. Он меня никогда не хвалил, честно, никогда. Я помню, как там в 70-м году, когда мы вылетали, Никита Павлович Симонян хотел меня пригласить в команду. И говорит: Андрей, я говорит, хочу забрать Игоря к себе. Он говорит: я тебе не его отдам, он мне сам нужен. И все. А так хвалить он меня не хвалил никогда. Я забивал голы, полузащитником был, забивал, я 64 мяча забил. Но он мне никогда не говорил. Нет. Он говорит: хорошо сыграл, и все. В столице Северной Осетии состоялся футбольный матч. Уже через год, в 1968-м, «Спартак» Орджоникидзе занял второе место во второй группе класса А. 3 года команда практически никому не уступала. Спартаковцы уверенно пробивались в лидирующие позиции, да и полные трибуны стадиона не давали другого выбора. Игорь Андреевич вспоминает, что это был дружный и очень сплоченный коллектив, который в основном состоял из местных воспитанников. У нас хорошая плеяда попала, честно. Дружная, очень такая. Вот представьте себе, мы на базе, когда жили на Сапицкой, у нас не было ключей от дверей. Вот любая комната, где мы жили, футболисты, ключей не было. Мы уходили, эти все открытые были. Никто никогда, ни у кого ничего не пропало. Деньги даже лежали на столах вот так. Никто никогда не зашел, ничего не взял. У нас и ключей не было, мы не могли закрыть дверь. Только входная дверь закрывалась общая. И все, а это все открыто было. Сейчас давайте оставьте вот двери открытыми и оставьте деньги на столе. Я посмотрю, что там будет. Тогдашние футболисты практически все были выходцы с улицы, в каком смысле, со дворов. То есть у них, сказать так, что была классическая футбольная школа, это были самородки. Вот в чем разница. Самородки. В том «Спартаке» Орджоникидзе очень многие приходили, вот за улицу играл, позвали. Тогда и кожаного мяча не было, этого турнира. И вот так талантливых подбирали. От природы вот этот талант, великий талант. 23 октября 1940 года родился легендарный бразильский футболист Пеле. В тот же день, но на 8 лет позже, на свет появился Игорь Андреевич Зазроев. Одинаковые числа были и на поле. Оба играли под номером 10, правда, на разных континентах. Пеле 23 октября родился, и я тоже 23 родился, октября. И поэтому я всегда его номер носил. Где бы я ни играл. Я играл из СКА Ростов, играл я в Тереке Грозном. У меня только 10-й номер. И здесь я только под 10-й номер играл. Игорь Зазроев был одной из главных фигур «Спартака» Орджоникидзе. Уникальный технарь, который в считанные секунды сметал всех на своем пути. Такого футболиста болельщики сразу заметили и полюбили. Даже когда потом он играл за ветеранов, за ветеранскую команду, наблюдать за ним, как он обращался с мячом, такого до сих пор мастера не было. Как говорят, он на носовом платке мог обыграть 2-3 игроков одним движением стопы. Он не был высокоскоростным, но он очень быстро думающий и выдающийся именно в техническом смысле футболист. Он так нежно работал с мячом, ласкал мяч ногами. И всегда, когда он
брал мяч, когда подхватывал мяч, естественно, он обыграет двух-троих и отдаст великолепный пас. А как он штрафные пробивал, как рукой забрасывал. Сразу обратил внимание я вот на его такую индивидуальность. То есть он был левша. Левша для соперника — это очень неудобное, так сказать, качество как игрока. То есть к нему очень трудно приспособиться, потому что неадекватные такие действия во время игры, а он был очень техничный уже с юности. Не было такого, как многие думали, что если отец главный тренер, то и сын играет как бы это по протекции. Такого и близко не было, потому что Игорь, он своим делом, поведением на поле доказывал это. Я запомнил моменты, когда вот Игорь Андреевич в основном играл на позиции центрального полузащитника и обладал очень высокой техникой владения мяча, потом передача паса. Вот это как бы в общем, если все вот это вот слепить, то это футбольный интеллект. И он был на очень высоком уровне. 1969 год. Год, который навсегда вошел в историю осетинского футбола. Год, который вспоминают спустя полвека. Год, которым гордятся все любители спорта. Впервые в истории СССР команда из автономной республики, вопреки всем прогнозам, пробилась в высшую лигу советского футбола. Такой бум в Осетии был, футбольный. Первый футбольный бум, это 69-й год, мне было 9 лет. И команда, в которой он играл, они выходили первый раз в высшую лигу союзную. Это автономная республика, автономная команда. Такого вообще в истории футбола не бывало. Естественно, стадион был заполнен. Даже где проходы, все было, в общем-то, забито футболистами. Тренерский штаб ставил перед командой задачу выйти в высшую лигу. В сезоне 68, спустя год плодотворной работы, «Спартак» Орджоникидзе занимает второе место, уступая «Уралмашу» из Свердловска. Тогда уже наши тренера, мой отец и Муса Цаликов, ставили задачу, может быть, на следующий год все же, нам тоже пора туда. Да, и 69-й год мы начали так, в раскачку, а потом набрали ход и пошли. Когда уже цель стала рядом, мы уже не могли от нее отказаться. Хотя борьба была очень сильной. Там борьба была за первое место, да, чтобы выйти туда, в пульку. Там же еще пулька была. Спартаковцы в свою победу верили, а вот футбольные эксперты нет. О выходе осетинской команды в высшую лигу не было и речи. Ставку в основном делали на Днепр и Жальгирис. Никто не ожидал и никто не знал, что мы приедем туда и что-то там можем сотворить. Вот. Но у нас команда была, я скажу, у нас было 3 ветерана. 3. Это я, Бичикоев и Папелишвили. Это были одногодки, 40-го года все. Нет, Бичикоев 41-го был, а Попел и я 40-го. То есть, представляешь, 40-й год. Это когда каменный век был, и только люди мычали, они говорили. Вот мы еще с того времени. В первых 15 матчах все складывалось в пользу «Спартака» Орджоникидзе. 7 побед и 8 ничьих. На своем поле был обыгран один из конкурентов – Махачкалинская «Динамо». Лишь в 15-м туре потерпели поражение в Ярославле со счетом 3-4. Но эта помарка не сбила настрой. В последующем вновь продолжилась серия беспроигрышных матчей. Дебют все-таки оказался удачным. С нами же конкурировала эта команда, Свердловцы. Они играли в Грозном, а мы играли дома с Шинником. Нам нужна была победа обязательно. Да, если мы не выигрывали, то они могли нас обойти, выиграв в Грозном. Там был перед стадионом «Спартака» такой знаменитый баскетболист Ахтаев. Это самый высокий человек был в мире. Он 2,45 или 2,50 ростом был. Он в машине, когда в Волге сидел, у него спина была сзади, где-то вот так ездил. Он на игре бывал, приходил на наши игры. И он там, когда услышал, что мы еще ведем первый тайм 0-0 счет, берет диктор, позвал ему, говорит, иди сюда, говорит, передай, что «Спартак» Орджоникидзе закончится первый тайм, выигрывает 3-0.
чтобы настроение упало. Да. И диктор берет и объявляет, вот Никита проходит игра, первый тайм, счет там 3-0, и все, да, и Уралмаш сдулся. И они так и не сыграли, 0-0 сыграли, а мы еле-еле один мяч забили. В конце игры 1-0 выиграли. В результате спартаковцы заняли первое место в турнирной таблице. Впереди финальная пулька. Первый матч прошел с Хабаровским СК, правда неудачно. Когда мы Хабаровску проиграли 1-0, пенальти нам забили, да, мы в раздевалку зашли, расстроены, заходит Гранаткин, председатель Федерации футбола СССР, а он играл за Торпедо Москва, и мой отец сталкивался с ним, а потом они дружили. И он говорит, Андрей, ты что за дворовую команду привез? Ну, отец повернулся и говорит, Валентин, поживем, увидим. Он говорит, поживем, и ушел. Во втором туре спартаковцы встретились с Днепром. Ветераны вспоминают, на этот матч пришли все представители Федерации футбола Советского Союза, а также селекционеры. Они должны были выбрать для своих команд лучших из лучших. Когда нам сказали, что там нам встречался Днепропетровском, где главным тренером был Валерий Лобановский, и за команду их не играл лучший футболист СССР Андрей Биба. В 1968 году он был признан лучшим футболистом страны. И он в 1969 играл за Днепр уже. С Киева ушел, придет Днепр. И команда была очень старая. Мы знали, что ну как мы, Днепр. Да, остальные там Жальгирис, Вильнюс. С этим мы думали, что этих мы пройдем с Хабаровск. Зазроев, Цаликов нам говорят, ребята, пусть вас ничего не волнует. Мы приехали играть. Играть – это значит никого не бояться. Показать то, что вы молодые, то, что вы амбициозные, то, что вы хотите чего-то достигнуть. Все, больше не надо. Будет другой результат, ничего страшного. Но вы должны показать сами себя и сделать то, что ваш болельщик ждет, то, что будет вот здесь, будет неожиданность. Мы взяли интервью у старшего тренера спартаковцев Зазроева. Андрей, ваши планы на игру? На сегодняшнюю? Нас ничего не устраивает, мы должны выиграть обязательно. Только победа нас устраивает. Ничего ни в коем случае. Первый тайм закончился со счетом 1-1. Команду было не остановить. Во втором тайме 2 гола и Днепр разгромлен. Мы когда Днепр обыграли, Валентин Каранкин зашел, а он цилиндр у него был. Там резим ноябрь месяц. Снял цилиндр, вот так, и говорит, ребята, я приношу свои извинения, вы команда. И сел и улетел. Он даже не дождался следующей игры, знал, что там уже бесполезно нас остановить. 1969 год. Советский Союз продолжает покорять космическое пространство. Запущена межпланетная автоматическая станция Венера-6 и корабли «Союз-4» и «Союз-5». Через день произошла стыковка. Беспрецедентное событие. Но эти новости не очень волновали жителей маленькой автономной республики. 6 ноября 1969 года вся Северная Осетия с нетерпением ждет результатов последнего матча пульки. У главного почтамта Орджоникидзе собрались сотни людей с плакатами «Сыны нартов» и «Ристон ждет вас с победой». И болельщики таки дождались. Темп игры нарастает. Но, простите, Тарасян получает мяч, неожиданно бьет. Гол! Из труднейшего положения наш нападающий забивает первый мяч в сетку литовских футболистов. Матч Жальгирис из Вильнюса завершился счетом 1-0 в пользу красно-белых. Исторический гол забил нападающий Гарник Тарасян. Победа спартаковцев разлетелась по всему миру. 30 ноября вышел номер французского журнала «Франс Футбол» с заметкой «Сенсация в советском футболе». Впервые команда «Спартак» Орджоникидзе из маленькой горной республики вышла в высшую лигу советского футбола. Это наше первое великое поколение футболистов. Потому что представить в советское время чемпионат Советского Союза, высшая лига, и там играет команда из автономной республики. Это был единственный в истории Советского Союза случай, чтобы команда из города Орджоникидзе, тогда назывался, из автономной республики вышла в высшую лигу. И вот этого результата добились именно эти ребята. Победа 1969 года – уникальное событие, которое показало, можно стать лучшим в стране, даже если команда на 100% состоит из местных воспитанников и нет ни одного звездного игрока, достаточно сильного характера и рвения.
У игроков «Спартака» Орджоникидзе, ребят из самых обычных семей, было и то, и другое. Именно поэтому они стали всеобщими любимцами. Болельщики не могли дождаться, когда же они увидят своих героев. В аэропорт Минвод отправился встречать целый автобус фанатов. Там, конечно, радость была, и салюты были, в небо взлетали, ясно было сразу. И я помню, когда они прилетали, колонна уже, сопровождение, их встречали и чествовали. Если не изменяет память, даже на площади где-то их чествовали. И вот мы поверх сели в автобус, уставшие, конечно, сильно, мы были сильно уставшие, выжатые после тех игр тяжелых. И нас ГАИ, местная ГАИ наша, сопровождала нас. И вот мы до границы в Осетию, когда приехали, а там народу, пироги, все пошло в дело. И мы приехали сюда, я помню, 8 ноября, 20 часов, 8 часов вечера. И Белар стоял на трибуне. Дождь шел еще, мерзкая погода такая. И дождь, Белар стоит на трибуне и ждет нас. И мы заезжаем на трибуну, нас позвали, все, там целый праздник, что только там не было. Вот представьте, человек стоял и ждал в дождь, когда мы приедем. Первый секретарь обкома партии Белар Кабалоев очень трепетно относился к спартаковцам. Он лично знал каждого и называл их своими сыновьями. Был частым гостем на домашних матчах, а в 1969 году практически не пропустил ни одной игры. У него такая привычка, так, когда нас звал, там, он сидит туда, внизу, а мы здесь бываем. Я с ударом Папилишвили садились сзади, спрятались. И он так заходил сюда, говорит: а где Папилишвили, Зазроев? Мы приподнимаемся, здесь, сюда идите, вниз, ко мне вниз. Он всегда говорит: запомните, маленькие, а мы самые низкие были, и он тоже низкого роста. Самые маленькие были великими людьми. Он начал перед Сталин, Ленин, Чайкаши и Белар Рамазаевич Кабалоев. Победа в Симферополе вызвала бурю эмоций и общий восторг. Игорь Зазроев и другие спартаковцы стали настоящими звездами. Их имена и фамилии были у всех на слуху. Число болельщиков стремительно росло. Их фотографии красовались на передовицах газет и журналов. Сейчас их всех называют звезды. Ну, не потому, что они звездно многие там играют или что, но просто колоссальные деньги им платят, они взлетают до небес. Вот я футболист, я такой, меня все видят. А тогда это были ребята, после игры шли домой, спокойно садились в тот же трамвай, в тот же автобус, ехали домой. Это были простые наши местные ребята, которые совершенно у них не было звездной болезни. Это наши были, и к ним по именам обращались: как, все нормально, ну хорошо, все нормально. То есть вот такое было отношение. Если он живет в доме где-то, он точно так же, как все соседи, выполнять все, как говорится, вот осетинские вещи. То есть это нормально. Это было нормально, были наши свои ребята. У нас на проспекте, где детский мир был, сейчас не знаю, что там гостиницу построить, там же было фото. Да. И там висели наши фотографии. 69-го года, то, что мы вышли, нас Феодонский рудник, туда нас повезли, там им нам подарили шахтерские шапки с фонарем. И нас в этих шахтерских шапках сфотографировали, и вот эту фотографию повесили там. А мы когда пришли, я говорю: шахтеры, смотрите. И мужики когда шли, говорят: давайте сфотографируемся рядом. И становились, чтобы нас видно было. Вот так. Нам подарили вот эти шахтерские шапки. Я говорю: зачем они мне нужны? Ну, я что, в шахту полез, что ли? И фонарь здесь, вот здесь торчит у меня. Закрепиться в высшей лиге Спартаку Орджоникидзе, к сожалению, не удалось. В 1970 году красно-белые заняли аж 17-е место и выбыли в первую лигу. Эта ситуация вызвала недоумение болельщиков, хотя, по словам экспертов, все было вполне ожидаемо. У Андрея Ивановича был принцип: кто вышел в премьер-лигу, тот в ней и будет играть. Сейчас сын Игорь Зазроев понимает, что это была тактическая ошибка. Команде были необходимы новые, но опытные игроки. Честно говоря, мы второй круг мы здорово отыграли. Мы Динамо Киев обыграли. Это, считайте, сборная Советского Союза. Здесь, дома. Это был фурор. Никто не верил, чтобы Киев обыграем. Мы Киев обыграли 3-2. Мы в Москве обыграли Московская Торпеда. Это все корифеи команды. То есть второй круг мы очень здорово прошли. Ну, вот в первом круге нам не хватило. Дело в том, что он заболел радикулитом в Тбилиси, лежал почти 1,5 месяца, не мог встать. И мы тренировались без него.
Да, и мы чуть-чуть не то делали, то, что надо было. Физически мы были не готовы. Да, потом питание было сумасшедшее. Кормили нас икрой, черной, красной, там чего только не было. Я помню, мы приехали с Локомотива Москва играть, Хоста. У них там была эта база их. А я на скамье, на трибуне сидел. Больной был. И наши вышли. Вот такие все. Трусы в обтяжку, вот такие, майки в обтяжку, вот такие все. Я сам удивился, смотрю, а болельщик сидит, говорит, ты посмотри, это что за команда, где их так откормили. Вот так мы питались, они тренировались, так получается. Вот вам команда 69-го года, которая выиграла чемпионат Советского Союза и вышла в высшую лигу. Вот это все те ребята, которые играли вместе со мной. Мы сфотографировались уже здесь, когда мы приехали с победы. А вот это уже, когда мы готовились к Киеву. Вот она, вот Нудар Папилишвили. Вот состав, который вышел с киевским «Динамо», там, в Симферополе. И вот посмотрите, вот нет уже одного, второго, третьего, четвертого, пятого. 5 человек живут с этого. 11 человек состав, 5 человек живых нет. В 1971 году Игоря Зазроева пригласили играть в «Динамо Тбилиси». На тот момент это была одна из сильнейших команд Советского Союза. Она даже опережала киевское «Динамо». Я отцу позвонил, отец был в Тбилиси, позвонил ему, заказал телефон Тбилиси, я говорю, пап, вот так, вот так, вот так. Он говорит, решай сам. Ну, я пошел в Зарасов. Зарасов был у нас председатель спорткомитета этого «Спартака». Пришел к нему, говорю, Шавкут Забоевич, вот так, меня «Динамо» Тбилиси приглашает, что делать? Он говорит, садись в машину, поехали. И он меня посадил, повезли к Кабалоеву. Он позвонил Кабалоеву, Кабалоев говорит, приезжай. Он приехал туда, Кабалоев мне говорит, а Кабалоев меня любил. И он говорит, что ты хочешь, Игорь? Я говорю, да ничего не хочу. Меня домой приглашает «Динамо» Тбилиси. У меня мать там, отец там. И он мне говорит, я тебе машину дам. Волгу дам тебе, 21-ю. А 21-ю Волгу уже не выпускали. В 69-м году их не выпускали, они контракт закрыли. Думаю, я так смотрю на него, говорю, хорошо, я говорю, если дадите, я останусь. И через 2 месяца меня позвали, говорят, пойди, забери машину, 21-ю Волгу. И я отказался от «Динамо» Тбилиси, я остался, и после этого 14 лет я играл здесь. В 1974 году Игорь Зазроев ушел из «Спартака» и перешел в футбольный клуб СК Ростов-на-Дону. В 1976-м он играл за Грозненский «Терек», а через год судьба вновь привела его в родной Орджоникидзе. Отыграв еще 4 сезона, Зазроев-младший завершил игровую карьеру. Так сложилось, мы поиграли вместе, и даже последний гол, вообще красивый уход из футбола у него получился, потому что мы играли дома домашнюю игру с Джизаком, и я пробил, мяч попал в перекладину, а он добил этот мяч. И, в общем-то, это был и последний матч, и последний гол его за «Спартака» Орджоникидзе. И его, в общем-то, с аплодисментами, напутствиями проводили. В том же году место тренера покинул Андрей Иванович. А вот сын повесил бутсы на гвоздь и начал свой тренерский путь. Потом пригласили сюда тренером Иванова Варламова. Здесь был такой тренер, помощник Бескова. Да, а я стал директором футбольной школы «Спартака». Меня туда перевели. Да, я поработал там где-то полгода, все, и Варламов позвал меня к себе. Давай помощником ко мне приди. Я вернулся туда, и оттуда и пошло, и потихоньку, это здесь где-то 10 лет я проработал, потом закончилось здесь у нас это банкротство объявили. Я уехал в Элисту на 3 года, потом уехал в Анапу, «Спартак» Анапу, я тренировал, там 2 раза чемпионом сделал. Вот я там и так проработал это, и потом опять вернулся сюда. И здесь я уже Дубль возглавлял 10 лет. Дубль Алань я 10 лет тренировал в высшей лиге. Работал у него в команде, когда он был главным тренером, я был помощником его, потом 2 года, потом год работал у него, помогал ему как в качестве начальника команды. И мы всегда, у нас никогда не было ни одного момента, чтобы мы где-то могли поругаться, где-то что-то. У нас всегда были великолепные отношения, потому что, в общем, во многих моментах наши взгляды на футбол, на жизнь довольно-таки были такие схожие. По соседству жили недалеко друг от друга, и мы, дети в то время, когда бегали во дворе, играли в футбол,
мы знали, что Игорь Андреевич живет рядом с нами в этой пятиэтажке. И всегда, когда он приезжал на своей «Волге» с номерами 010, мы пытались как-то за ним приударить и, в смысле, встретиться с ним. И всегда Игорь Андреевич нам или мяч привозил, или еще что-то. Вот. В 2018 году Федерация футбола России предложила Игорю Зазроеву возглавить Федерацию футбола Северной Осетии, которой он руководит и по сей день. Я контролирую проведение чемпионата республики среди взрослых, Кубок республики. Сейчас проходит очень турнир, у нас проходит, вот сейчас прошел турнир памяти Гурам Схорыба, был такой футболист из Цхинвала, который играл в Тбилисском «Динамо», стал чемпионом Советского Союза. Играл в сборной Советского Союза в 1966 году на чемпионате мира. Турнир его памяти, его родственник проводил, привез нам призы, грамоты, все. Но у Папила в школе провели. Нодара Папилишвили у нас турнир проходит. Вот сейчас 16 числа опять его памяти турнир будет на юности. Нодар — это легенда была нашего футбола, да, и мы не можем его не отметить себя. Да. Очень коммуникабельный человек, так же, как его отец. Он со всеми находит общий язык. Он занимает сейчас хорошую должность, но, я думаю, по праву председатель Федерации футбола Северной Осетии. Он очень сильно контактирует с Российским футбольным союзом. А там все-таки это люди, которые сидят и направляют футбол, не только футбол в Осетии, но и весь российский футбол по определенному направлению. И он все время там на связи. Постоянно он здесь какие-то соревнования проводит, которые запланировал РФС. Сегодня режим дня Игоря Андреевича не такой напряженный, как полвека назад. Зато есть время на семью. Бабушка приезжала с Тбилиси, она в возрасте, она врач, гинеколог. И вот она лежит там на кухне, там, эти приходят и начинают там на ней. Давай в жмурки. Давай в жмурки играть. Оденем на нее повязку, и она ходит бедная, ничего не видит. То ударится обо что-нибудь, то еще, а мы ходим, хлопаем вокруг них. Я прихожу, я говорю, что у тебя синяк? Я говорю, да, говорит, хлопушки играли, говорит, об стенку ударилась. Ей уже под 80 было. Издевались. Игорь Андреевич, вы не хотели, чтобы ваш сын тоже продолжил играть? Как не хотел? Хотел, но не получилось. Вот он. Да, сейчас зато играет. Каждый день идет в футбол играть. Дед, мяч дай нам. Вот этот будет, вот этот футболист там будет. Мяч любит. С Ивано-Франковска вылетаем в Одессу на игру, в Ивано-Франковск сыграли, летим. В аэропорту сели в самолет, и рядом со мной место свободное, никто не садится, что-то не... И потом вдруг подъезжает машина, прямо к трапу, да, выходит женщина, такая молодая, и заскакивает, и садится рядом со мной. Это ее место было. И она в руках держит сиамскую кошку. А я кошек, честно, я собак люблю, кошек. А Шавкут Зарасов за мной сидел, сзади. И эта девушка что-то начала копаться там в сумке, говорит, можете поддержать мою кошку? И она дала мне руку, я вот так держу ее. А Шавкут мне говорит, что у тебя там? Покажи, что у тебя там. И я так вот так разворачиваюсь к нему, показываю кошку. А у него палец как кулак мой. И он пальцем как дал в лоб этой кошки. Я разворачиваюсь, смотрю, у нее глаза пошли кругами. Я думаю, дай быстрее я дам. Плохо уже кошки чувствуют. Она забрала у меня. Тошнить начала. И девушка, что с ней случилось, я не пойму. Она со мной сколько летала. Я думаю, если она увидела Шавкут, с каким пальцем я ударил в лоб. Чуть не убил ее. Я говорю, заберите, пожалуйста, быстро вашу кошку. Профессиональная футбольная карьера Игоря Зазроева началась в «Спартаке» Орджоникидзе. Тогда ему было 19 лет. Уже в 35 он стал тренировать красно-белых.
Позже возглавил и вывел в лидирующие позиции клубы «Уралан», «Спартак» из Анапы, «Машук» и дубль Владикавказского «Спартака». Игорь Андреевич воспитал десяток профессиональных игроков, но самая яркая страница биографии – победа на чемпионате страны в 1969 году в составе «Спартака» Орджоникидзе. Команда, которая стала легендарной.